маті, весну сустракаті, а зелений яворик у трави. Весну сустракаті, лето закликаті, А зелений яворик у трави. Ясна, красна, за гачами прийшла, А зелений яворик у трави. за чим прийшла, на чим приїхала, А зелений яворик у трави. Ніжа загоряє, ніжа загоряє, не сонейкой крає, лёлюшки, лёли, не сонейкой край. Пан парку ходе, паню побужає, лёлюшки, лёли, паню побужай. Ти спіши, паню, ти так не чуєш, лёлюшки, лёли, ти так не чуєш. Агата, куда ты полезла? Слазь. Дівочая краса, до пояса коса, лёлюшки, лёли, до пояса кос. Ніжа загоряє, не сонейкой крає, лёлюшки, лёли, не сонейкой край. Будемо починати наш дитячий співний сход. Дякую вам усім, що прийшли. Шмат різних ми бачимо культурних з'яв. І ось там ось теж мультик «Ваші медведі». Ходите його любите, і там не вельми добре там показуються поводні дівчинки. І такого шмат є. А наша традиційна білоруська пісня дитяча, вона, видите, така більш збалансована, вона менавіта привучає до гармонії, показує її. І ми зробили гэты співний сход, каб діти паспявалі дзіцячыя песні, каб іх светаўспрыманне ваших дзяцей пашырылася, каб оно стало больш гарманічным. Мы робім гэта мерапрыемства разам з такой арганізацыяй, як дзіцячыя майстэрні, якія навучаюць дзяцей сучаснаму мастацтву. І зараз я хочу передать слово кіраўніцы дзіцячых майстэрні галереі УМ, якая трошки розповідає, що таке сучасне мистецтво і як сучасне мистецтво йде з традицій. Ось чому ми, в принципі, і починаємо з традиції, а потім йдемо з сучасним мистецтвом. Ирина Лукашенко, будь ласка. Спасибо большое, Алексей. Прежде всего, спасибо книгарне за то, что нас приютили. Это наш партнерский проект «Галерея Нескладовая». Сам же мы проводим наш именно на детей ориентированный образовательный проект «Дитячая творчая майстерня», где мы рассказываем про современное искусство, про известных художников, про художников Беларуси в первую очередь. И это такой наш экспериментальный проект с Алексеем, со съемным сходом, потому что мы решили попробовать сполучить, да, традиции, традиционные обряды, песни с некими современными тенденциями, потому что, как известно, многие, даже современные художники, они черпают свое вдохновение из своей истории, из своих традиций. И самый яркий пример, который вот наши дети уже изучали, Марк Шагал, который давно жил в Париже, но он вспоминал и рисовал Витебск, потому что это его родина, и она ему была дорога. Наша целевая история — это дети 7-12 лет, наверное, вот примерно как, которые здесь присутствуют.
Что мы непосредственно делаем? Это каждое воскресенье занятия для детей в 13:00. Они начинаются, проходят непосредственно в галерее в выставочном зале. Также мы делаем тематические фестивали. Это новогодний фестиваль «Всегда колядки», это летний фестиваль экологический, где мы учим детей экологическому зеленому потреблению. Делаем выставки детские. Вот сейчас у нас выходит книга о искусстве художников 20 века. Дальше. Сейчас 21 век. Да, например, вот любимое упражнение детей, которое мы сами очень любим, это одно дело рисовать лимон, да, другое дело рисовать вкус лимона. И это вот такое восприятие многовекторное, которое мы сами пытаемся освоить, и которое мы учим детей. На одном из занятий недавно мы рисовали, на занятии было по Хаиму Сутину, и мы рисовали селедку, это то, с чем работал сам художник. И было интересно, как тот же запах селедки воспринимали дети, как они его рисовали. Это выставка, одна из выставок, которая была детская. Конкретно эта стена, которую вы видите, это не совсем детская работа, это скорее такая работа, стена интерактива, где могли принять участие все посетители выставки, и дети, и взрослые. Краски накладывались друг на друга, сюжеты, можно было рисовать не только кистями, но и руками, пальцами, всем телом, танцевать при этом. И это фотографии с открытия выставки, где у нас была живая музыка, и дети брали в пальцы ног, мелки, пастель, танцевали, рисовали, вот такие экспериментальные, импровизационные моменты. Это фестиваль новогодний, последний, который был вот недавно. Также мы делаем образовательные лекции для родителей и детей, скорее не направлены на то, как разговаривать с детьми об искусстве. Да? Вот вы идете в музей, на какую-то выставку, как можно интересно завлечь в диалог, да? Какие игры можно применять, какие можно даже такие мини-квесты делать в музеях, чтобы было интересно самому смотреть и ребенку. Каждое воскресенье, вот следующее воскресенье в 13:00 будет занятие. И фотографии занятия, поэтому приглашаем вас, дети, родители, в следующее воскресенье. Спасибо за внимание. Теперь передаю слово Надежде. Красна, а что ж ты нам принесла? Старым бабкам по киёшку, а девочкам по веночку. Малым деткам по яєчку, а жоночкам по синочку. Красна, а что ж ты нам принесла? Благослови мати, весну сустракати, А зеленый яворок у травы, весну сустракати, лето закликати. а зеленый яворок у травы, Весна красна, за гачами прийшла, а зеленый яворок у травы, за чим прийшла, на чим приїхала. а зеленый яворок у травы. Ніжась загоряє, ніжась загоряє, не сонейкой крає, люлюшки, люлі, не сонейкой край. Пан пареньку ходе, паню побужає, люлюшки, люлі, паню побужай. Ти спіши, паню, ти так не чуєш, люлюшки, люлі, ти так не чуєш.
паважаныя нашы дзеткі, я вельмі вас рада бачыць сёння на нашай сустрэчы. Я прапаную вам пазнаёміцца з песнямі-заклічкамі, трошки павучыць іх, і потым пайсці на раку і па-сапраўднаму паклікаць вясну. Ці жадаеце вы так зрабіць? Хто жадае са мной пайсці клікаць вясну? Каб сонейка хутчэй да нас прыйшло, так? Каб хутчэй цяпло настала. Все жадаюць? Не чую, хто жадае? Усе. Ну, далі добра. А ці ведаеце вы, што раней нашы бабулі і дзядулі сустракалі Новы год не зімою, а менавіта вясною прыходзіў Новы год. Пачынаўся новы ураджайны год. Новы год, калі людзі верылі ва ўсё добрае, ва ўсё новае, абуджалася прырода, людзі марылі аб светлым, дзівосным. І адзначалі такое свята, якое называлася гуканне вясны. Як вы думаеце, што гэта значыць гуканне? Звалі, правільна, гукалі вясну. І вясна прыходзіла менавіта тады, калі гучалі песні, магічныя песні, якія так і называліся гукальныя песні ці песні-заклічкі. Вось с адной з іх мы зараз з вами і пазнаёмімся. А скажыце, калі ласка, калі вы зараз на мяне ішлі, вам было цёпла ці не вельмі? Зімоў ветер? Вы змерзлі? Цёпла вам было? Але ведаеце, калі на вуліцы ветер, нашы горлышкі ўсё роўна замярзаюць. І перад тым, як мы пачнём з вами спяваць, мы павінны трошачку іх разагрэць. Калі ласка, адкладзіце свае паперкі, якія я вам напішыла. Як цябе зваць? Ладочка, калі ласка, становіць сюды. І зараз мы быццам будзем саграваць далоні, але мы будзем саграваць нашы горлышкі. Калі ласка, падыміце далоні. І вось так вот крышачку іх саграваць. Яшчэ. Мацней. Добра, малайцы. А теперь такое задание. Быццам мы надуваем з вами вялікі шарик. Вось какие молодцы. Так, яшчэ раз. И у кого шарик лопнул, можем вось так зрабіць. А цяпер закрыем вочы і уявім, быццам мы знаходзімся на вельмі прыгожым, яскравым беларускім полі з беларускімі кветачкамі. Заклюшвай, будь ласка. І кожны з вас гэта маленькая прыгожая кветачка. Нехта з вас Васілёк, нехта клевер, нехта рамонак. Які яшчэ? Сирия. А яшчэ што ў нас на полі? Ялка. Ну, гэтыя кветкі на полі не растуць. Але калі вы жадаеце быць гэтымі кветкамі, калі ласка, я не супраць. Падымем нашы ручкі ўверх і быццам пры ветры дне. А кветачкі прыгожа танчаць. Яшчэ мацней падзьму ветры. А цяпер ветрык супакоіцца, зазяла сонейка, так? Мы расплюшчылі вочкі. Сядайце, калі ласка. Перад вамі сёння выступае гурт, фальклорны гурт «Весянчук». Весянчук – гэта тыя жывыя істоты, якія прачынаюцца вясной. Чаму у нас такая назва? Таму што я прыйшла на сваю працу вясной і вось сабрала дзетак і ўсіх іх цяпер называюць весянчукамі. Дык вось Весянчук зараз вам пакажа гэтую песню, якую мы першую будзем спяваць. Калі ласка, называецца «Вясна на калочку». У каго ёсць раздрукоўка, бачыце, вось яна. «Вясна на калочку». Вяснага вясына на колочку, вяснага вясына на колочку, не набрала на сорочку. Вясна
на припічку, не набрала на сукеночок. Вясного вясина ты на печи, вясного вясина ты на печи, не набрала я на плечі. Дякую. А зараз давайте, детки, з вами розберемо гэтай куплети. Тут усього 3 куплета. А перший, коль ласка, я скажу, вы повторяете рядом со мной. Весна, весна на колочку. Со мной. Весна, весна на колочку. А что такое колочек, як вы думаете? Собор. Так, ніби такая огорода, так, для нашего дома. А что это значит, весна на колочку? Что это значит, весна и садить на заборы наши? А як? Весна близко. Молодчина, молодчина. Весна, весна на колочку. Молодцы. А что там далее? Не набрала на сорочку. Кто героиня нашей песни? Некая дзяўчына, хутка уже весна, вось она уже надышла, а мы не зрабілі себе прыгожее адзенне, так? Не набрала на сорочку. Наступный куплет. Весна, весна, ты на печи, не набрала на сукеночку. А кто з вас разумеет этот куплет? Уже дома весна, уже так близко подошла, а мы яшчэ не падрыхтавалі. Калі ласка, усе разом. Весна, весна на припечку, не набрала на сукеночку. Молодцы. Третий куплет. Весна, весна, ты на печи, не набрала я на плечи. Так, все правильно. Весна зайшла уже нават у нашу хату, а мы все такие ж не падрыхтаваны. А теперь, калі ласка, устанем ровненько, пригоженько и поспробуем заспевать. Добро? Поспробуем разом. Девушки, допоможите нам только потихонечку, добро? Весна, Весна на колочку, весна, весна на колочку, не набрала на сорочку. А теперь девушки не допомагають вам, только наши гостики, детки. Весна, весна на колочку, весна, весна на колочку, не набрала на сорочку. Молодцы, далее разом и Весна, весна на припечку, на припечку уже. весна, весна на припечку, не набрала на сукеночку. И третий, уже на печи не направила я на плечи, да? Коли ласка. Весна, весна ты на печи, весна, весна ты на печи, не набрала я на плечи. Заспеваем без моих подсказок, добро? И у концы зробим гучное. Домовились? Коли ласка. Весна на колочку, весна, весна на колочку, не набрала на сорочку. Весна, весна на припечку, весна, весна на припечку, не набрала на сукеночку. Весна, весна ты на печи, Разом спеваем. весна, весна ты на печи, не набрала я на плечи. Молодцы, выдатно. Сядайте, коли ласка. Стомились от нервности. Зараз мы будем гулять с вами у маленечкую гульню. У меня есть ось такий прихожий ключик. Бачите?
подобается вам? И это не просто ключ, это написано мы с вами адамкнем нашу весну. Так? Зараз ви відкладіть від себе папірки, зробіть ручки ось так, коли ласка. І будемо говорити такий текст. Летела, летела на море, села, хто знойде, тот собі возьме. Я буду підходити до кожного з вас, але ключик попадеться тільки кому-то одному. Той, хто зауважить, що у його у долонях ключик, повинен тихенько отсюда выскочить. И нікому не подавать знаку, що менавіта у його ключик. Добре? Куда высадить? Туди. Туди ні. Некуда выскакивать. Выскакивай, куди хочеш, щоб ми тебе не змогли зловити. А можно? Тільки потім вертайся, ми будемо весну писати. Летела, летела, на море села, хто знойде, тот себе возьме. Ну, где наша весняночка? Лови, лови. Весна красна, что нам принесла, Боже мой. Боже мой, старым бабкам, погиёшко, Боже мой. Боже мой, хозяйночкам, одиночечко, Боже мой. Давайте я ще кругу побушим. И весна красна, что нам принесла, Боже мой. Далей. Боже мой, старым бабкам погиёшку, Боже мой. Благослови мати, весну сустракати. А зеленый яблок у травы, Весну сустракати, лето закликати. а зеленый яблок у травы, Ясна, красна, за гачами прийшла. а зеленый яблок у травы, За чими прийшла, на чим приїхала. а зеленый яблок у травы. При строительстве этого дома в июне 1952 года в фундамент здания были заложены кирпичи из легендарного дома Павлова, города-героя Волгограда. Мам, помнишь, мы тут жали, когда автобус, на колядке? Да, и на гуканье весны тоже. А, точно, да. И нас на лошади катали на санках. Да.
Ничего страшного. Да, пойдем. Угу. Посадим кружку, гуся, якая наша дружка, расте, растет кружка, ось такой вышини, распустися кружка, ось такой ширині, а ми нашу Зловила! Ось так само малайшинка, так зловила за твою наступную игрушку. Я на утекши хотела, але она ее не отпускала. Я вот коли падала, тралася до пошняга. Зробили знову кладине коло і... Мы излучаем ручки и бакулите. Песенка, мы все рухаемся. А вы излучайте вот здесь. Вы рухаетесь под мостиком, а мы являемся мостиком. Коли песня заканчивается, и опускаются, и той, кто был под мостиком, становится мостиком. Ваша основная фишка не попасть под мостик. Основная мы ловить как можно больше людей. И наш мостик будет с каждым уровнем все шире. И мы поглядим, кто з вас сам худкий, спритний, ти ловкий, добре? Розуміли? Ну зараз репетуємо. Это мост такой. Милану поймал мостик. Это у нас новый уровень гульни. У нас явился маленечкий мостик. Там будьте уважливы, не сносите маленечкий мостик. Добро, Санырович? Давай,